Это актуальное интервью в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. С 3 ноября этого года внесудебное банкротство стало еще доступнее. Банкротство – это процедура, которая помогает законно освободиться от долгов, если нет возможности их выплачивать. Подробнее о процедуре внесудебного банкротства нам расскажет Светлана Алексеенко, начальник отдела обработки документов и контроля многофункционального центра Республики. Светлана Игоревна, здравствуйте. Добрый день. Ну и в начале разговора давайте разберемся с понятиями. Что же такое внесудебное банкротство? Когда человек не может оплатить свои долги, он является должником. А организация, кому он должен, она называется кредитором. Конкретно для тех, кто, в отличие от судебной процедуры, наше внесудебное банкротство, оно отличается тем, что, во-первых, оно может быть подано в МФЦ, а не в суде, во-вторых, не имеет пошлины, а в-третьих, у него есть определенные лимиты, это от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. И последнее, то, что процедура длится 6 месяцев. Ну и с какого периода можно подать заявление в МФЦ на внесудебное банкротство? В МФЦ услуга организована с сентября 2020 года, и сейчас она оказывается во всех офисах. Ну и для кого подходит эта процедура? Потому что, насколько известно, с ноября перечень лиц для прохождения процедуры внесудебного банкротства расширился. Да, он действительно расширился. До ноября у нас было условие, что у человека долг должен был быть от 50 до 500 тысяч рублей, и у него обязательно должно было быть законченное исполнительное производство. То есть по статье, что у него нет имущества. Ну, это, понимаете, определенно сокращенная категория. А вот с ноября, с внесением изменений, у нас круг расширяется. Остаются также у нас люди, которые имеют закрытое производство по недвижимости. Во-вторых, это пенсионеры, у которых является доходом пенсия, и у них имеется незакрытое производство в течение 1 года. В-третьих, это у нас получатели единого пособия. У них также должно быть обязательство в течение 1 года не погашенное быть. И в-четвертых, это те, у кого производство открыто в течение 7 лет. Коротко поясню, что такое незакрытое производство. Это, иными словами, есть должник, он не может погасить свои обязательства, уже кредитор обращается в суд, суд, соответственно, удовлетворяет это требование и направляет уже исполнительный документ непосредственно в организацию, которая это требование должна исполнять. Это может быть работодатель, это может быть у нас ФССП, это может быть социальный фонд и иные банки. То есть вот когда с банков списывается, это конкретно данная процедура. Также у нас большие изменения по сумме. Если сумма ранее была от 50 до 500, то сейчас она от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. А какие долги не будут списаны через внесудебное банкротство? Ну, это, во-первых, те долги, которые он не указал в заявлении ранее. Это те долги, по которым у нас возникшие вот именно в период. Если это долги по причинению вреда здоровью, это может быть также по выплате заработной платы и пособия, и по алиментам. Сколько времени будет длиться процедура прохождения внесудебного банкротства? Устанавливаются ли какие-нибудь ограничения? Процедура у нас длится 6 месяцев, и в этот период у нас прекращается начисление процентов и пеней, неустоек, и также исполнительные документы не могут направляться в банк. Какие последствия ожидают граждан после завершения процедуры внесудебного банкротства? Ну, в первую очередь, в течение 5 лет он должен будет во всех договорах займа и кредитах указывать, что он проходил процедуру внесудебного банкротства. Во-вторых, у него есть лимит, то есть 5 лет после того, как его объявили банкротом, он не может повторно стать банкротом. И в принципе, он не может в течение определенного периода управлять организациями, юридическими лицами, микрокредитными организациями и так далее. Это вот от 3 до 10 лет, то есть там разные условия. И если у должника было закрыто ИП за год, менее чем за год до того, как он стал банкротом, то, соответственно, он в течение 5 лет ИП открыть не может. А скажем, после подачи заявления, есть ли какой-нибудь способ уже прервать этот процесс? Если у него возникают какие-то, скажем так, улучшения жилищных условий, улучшения имущественных условий, то в данном случае банкротство прекращается, но при этом человек должен в течение 5 дней с момента улучшения этих ситуаций подойти в МФЦ для отзыва заявления.
То есть он может просто сам подойти и отозвать свое заявление, Да, верно? все верно. А какие документы нужны для подачи заявления? Обязательным документом у нас является паспорт, заявление и список должников и кредиторов. И уже по особенностям у нас, если это гражданин, который получает пенсию, то он должен предоставить документ о ее получении из организации, где он ее получает, то есть это может быть СФР, это может быть МВД и так далее. Да? И обязательно справку о том, что исполнительный документ направлялся в организацию и был выдан более года назад. Где это можно получить? Это может быть у нас опять-таки банк, это может быть организация, где у него удерживают сумму, это может быть также социальный фонд, и это может быть управление судебных приставов. Ну и куда можно обратиться с этим заявлением? Обратиться можно во все офисы нашей республики, офис МФЦ. С информацией можно ознакомиться на сайте mfcsakha.ru или же по телефону регионального центра телефонного обслуживания 8 800 122 16. Есть ли какие-нибудь исключительные условия для возможности обращения, помимо тех, что вы уже озвучили? Исключительные условия, Да. ну, конкретно для банкротов у них, в принципе, консультации могут обратиться все, вне зависимости от того, есть у них там долги или, может, для знакомых интересуются. А вот для подачи документов лучше сперва ознакомиться со списком и уже подходить с исчерпывающим перечнем справок и документов. А где с этим списком можно ознакомиться? Также на сайте МФЦ Саха или обратиться на наш колл-центр. Скажите, с какими долгами человек может обратиться с заявлением? Это может быть долги по всем видам договоров кредитных и займов. Притом по кредитам надо понимать, что там учитывается не только сам кредит, но и начисленные проценты. Во-вторых, это договора поручительства, вне зависимости от того, выплатил поручаемый или нет. И в-третьих, это у нас налоги и сборы в госучреждения. А также в сумму, но не в списании, идут суммы по алиментам. То есть алименты, они учитываются при расчете суммы банкротства, но когда происходит непосредственно списание долгов, оно не осуществляется. Также обращу внимание, что при превышении суммы 1 миллиона рублей уже внесудебное банкротство не может быть осуществлено, осуществляется именно уже подачей заявления в арбитражный суд. А надо ли бояться банкротства? Ну, для того, чтобы действительно законно списать долги, это хороший юридический инструмент для улучшения жизни людей. Спасибо за эту полезную информацию. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.